إن الدين عند الله الإسلام. Воистину, хвала Аллаху. Его мы восхваляем, просим о помощи и о прощении. Мы прибегаем за помощью к Аллаху от зла наших душ и от скверны наших дел. Тот, кого поведет Аллах прямым путем, того никто не ведет в заблуждение. Тот же, кого Аллах собьет, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, подобия или соперника, нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. Я свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, которого он избрал из своих созданий, да пребудет мир и благословение над ним, его семьей, сподвижниками, табиинами и теми, кто последовал за ними вплоть до судного дня. Я завещаю себе и вам, о люди, бояться Аллаха, ведь без богобоязненности не будет принято поклонение. Помилованы будут только богобоязненные, и им же сполна будет воздана награда. Воистину, проповедующих о важности боязни Аллаха много, но тех, кто на самом деле следует богобоязненности, мало. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же меня, о обладающий разумом. Придерживайтесь же ислама, хватаясь за самую надежную рукоять, и знайте, что завтра вы будете спрошены, вам воздастся за ваши деяния, и тела не смогут терпеть жар огня. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. О мусульмане! Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не оставил ни одного блага, на которое бы не указал. Нет таких ворот в рай, путь которым Он оставил бы для нас в неизвестности. Нет ни одной причины счастья и процветания, которой бы Он не направил нас и не призвал. В то же время Он воспитал нас соблюдать сунну и научил нас адабам. Он хотел, чтобы мы поступали так, как хочет Аллах, всегда, во всех положениях, во сне и наяву, в намазе и поклонении, и во время стремления к мирскому, чтобы наше настоящее и будущее было направлено к Аллаху. Скажи, воистину, мой намаз и мое жертвоприношение или поклонение, моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. Это предел поклонения, и поклонение является целью. О мусульмане! Человек может пребывать либо в состоянии бодрствования, либо во сне. Он поочередно пребывает в этих двух состояниях, подобно тому, как сменяют друг друга ночь и день. Сон – это удивительное состояние человека и одно из великих знамений Аллаха. Среди Его знамений – ваш ночной и дневной сон и ваши поиски Его милости. Воистину, в этом знамение для людей слышащих. Сон привлекает к себе большое внимание людей. Ради сна они приобретают себе мебель, подготавливают постели, готовятся ко сну. Сон распоряжается людским временем и жизнью. Если сна будет слишком много или слишком мало, это негативно скажется на физическом и психологическом здоровье человека, в результате чего на лечение придется тратить большие средства. Кроме этого, человек проводит треть своей жизни во сне. Поэтому есть пророческие сунны и адабы, наставляющие и направляющие к тому, чтобы наш сон стал поклонением. А наше соблюдение сунны – причиной награды, помощью в совершении фаджр-намаза, средством, дающим активность в течение всего остального дня и отдаляющим нас от научения шайтана, ночных кошмаров и психических болезней. Несмотря на важность сунн и адабов и на большую награду, которую получает тот, кто их совершает, многие мусульмане отвернулись от них по своему невежеству, лени или нежеланию получить от Аллаха вознаграждение. Я расскажу вам, о мусульмане, несколько достоверных хадисов, пришедших от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которые касаются сунны и адабов сна, и в которых содержится благо и счастье в мире этом и в последующем. Первое, то, что приводится от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, относительно того, чтобы рано ложиться спать. Абу Барза, ради Аллаху анху, передал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не любил сон до иша и разговор после иша. Хадис привели аль-Бухари и Муслим. Второе,
Совершение перед сном витр намаза тому, кто боится, что не встанет в конце ночи. От Абу Хурейры, рады Аллаху анху, приводится хадис, в котором он сказал: возлюбленный пророк, саллаллаху алейхи вассалям, завещал мне делать 3 вещи: держать уразу в течение 3 дней каждого месяца, делать 2 раката духа намаза и совершать витр до того, как я ложусь спать. Хадис привел Муслим. К адабам сна относится тушение огня, покрытие горлышек посуды и запирание дверей. От Джабира, рады Аллаху анху, приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: гасите лампы, когда пойдете спать, закрывайте двери, покрывайте меха и бурдюки, закрывайте еду и питье. Абу Хурейра сказал, и я считаю, что он также сказал: хотя бы веткой. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. От Ибн Умара, рады Аллаху анхума, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не оставляйте огонь в ваших домах, когда вы спите. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. От Абу Мусы, рады Аллаху анху, приводится, что он сказал: однажды ночью в Медине сгорел дом вместе с жившими в нем людьми. И когда пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сообщили об этом, он сказал: поистине, этот огонь враг вам, и поэтому, когда будете ложиться спать, гасите его, чтобы уберечь себя. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Из адабов сна не спать на чем-то высоком без ограды или бордюра. От Али ибн Шейбана, рады Аллаху анху, приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: у того, кто будет спать на крыше дома без ограждения, договор будет расторгнут. Хадис привел Абу Дауд, и есть еще несколько похожих хадисов. К адабам относится мытье рук и рта после того, как поел нечто жирное. От Абу Хурейры, рады Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: кто ляжет спать с жирными, немытыми руками, а потом его постигнет какая-либо болезнь, то пусть он обвиняет только самого себя. Хадис привел Абу Дауд. К суннам сна относится совершение малого омывения вуду до того, как лечь спать. От Аль-Бара бин Азиба, рады Аллаху анху, приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда ты соберешься отойти ко сну, соверши малое омывение, как для намаза. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Сунна является совершением малого омывения даже тогда, когда человек находится в состоянии большого осквернения, джанабы. От Ибн Умара, рады Аллаху анху, приводится, что Умар бин Аль-Хаттаб, рады Аллаху анху, спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: может ли кто-нибудь спать, находясь в состоянии осквернения? Он ответил: да, если он совершит вуду, малое омывение, то пусть ложится спать в состоянии осквернения. Хадис привел Аль-Бухари и Муслим. К адабам сна относится встряхивание постели и произнесение слов бисмилля. От Абу Хурейры, рады Аллаху анху, приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда кто-нибудь из вас захочет отправиться в свою постель, пусть отряхнет ее изнанкой своей одежды и скажет бисмилля, ибо ему неизвестно, что на ней находится позади него. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Мусульманин должен обращать внимание на то, чтобы прикрывать свое тело и не обнажать свой аурат во сне. От Джабира бин Абдуллы, рады Аллаху анху, приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пусть никто из вас не ложится, кладя одну ногу на другую. Хадис привел Муслим. К адабам относится то, чтобы спящие спали подальше друг от друга. Амар бин Шуайб передал от своего отца, а тот от своего отца, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: велите детям своим молиться, начиная с 7-летнего возраста, и бейте их за невыполнение намаза, начиная с 10 лет, и укладывайте их спать отдельно. Хадис привели Ахмад и Абу Дауд. К суннанам относится составление завещания. От Абдулла бин Умара, рады Аллаху анхума, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: мусульманин, который хочет завещать нечто из своего имущества, не поступает благоразумно, если по прошествии 2 ночей он так и не составил завещание. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, порицал спать на животе и сказал: воистину, таково возлежание обитателей огня. Также он сказал: воистину, это сон, который ненавистен Аллаху, азза ва джаль. Хадис привел Абу Дауд. Абу Хурейра, рады Аллаху анху, сказал: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидел человека, спящего на животе, и сказал: воистину, такой сон ненавистен Аллаху и его посланнику. Хадис привел от Тирмизи. О мусульмане! К суне относится сон на правом боку. От Аль-Бара бин Азиба, рады Аллаху анху, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда ты отправишься спать, то соверши омовение, как для намаза, а затем ложись на свой правый бок. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. К суннанам сна относится то, чтобы класть руку под щеку. От Хузейфи, рады Аллаху анху, передается, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ложился спать,
то клал свою руку под щеку, и этот хадис привел Аль-Бухари. Рабы Аллаха. Это несколько практических сунн. Есть другая группа сунн. Мольбы и поминания, дуа и аскары, достоверно пришедшие от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И каждому мусульманину было бы хорошо выучить их, читать, стараться не оставлять их, сделать их успокоением для сердца. Нужно поминать Аллаха перед сном. От Абу Хурейры, ради Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: того, кто ляжет спать, не помянув Аллаха, Аллах может наказать за это. Хадис привел Абу Дауд. К поминаниям перед сном относится чтение аятуль курси. В хадисе от Абу Хурейры, ради Аллаху анху, сообщается, что шайтан сказал Абу Хурейре: когда ты пойдешь спать, прочти аятуль курси. Воистину, от тебя не будет отходить хранитель от Аллаха, и шайтан не приблизится к тебе, пока ты не проснешься. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: он сказал тебе правду, являясь лжецом. Это был шайтан. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. К поминаниям перед сном относится произнесение слов «Субханаллах», «Альхамдулилля» и «Аллаху Акбар» по 33 раза. На эту тему есть хадис Али бин Аби Талиба, ради Аллаху анху, о жалобе Фатмы, ради Аллаху анха, насчет ручной мельницы, когда она попросила служанку, и посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: не указать ли мне вам на что-то лучшее, чем то, что вы просите? Когда отправитесь ко сну, то скажите Аллаху Акбар 34 раза, Альхамдулилля 33 раза и Субханаллах 33 раза. Воистину, это будет лучше для вас, чем то, что вы просите. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. Рабы Аллаха. Среди дуа, который произносил пророк, саллиллаху алейхи вассалям, то, что привел Хузейфа бин Аль-Ямани, ради Аллаху анху, в своем хадисе, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отправлялся спать, то говорил: с именем Твоим, о Аллах, я умираю и оживаю. Когда же он просыпался, то говорил: хвала Аллаху, который оживил нас после того, как умертвил, и к нему воскресение. Хадис привел Аль-Бухари. От Абу Хурейры, ради Аллаху анху, приводится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: когда кто-нибудь из вас захочет отправиться в свою постель, пусть отряхнет ее изнанкой своего изара, ибо ему неизвестно, что на ней находится позади него, а потом скажет: с именем Твоим, Господь мой, преклонил я Бог свой, и благодаря Тебе я подниму его. Если Ты заберешь душу мою, то помилуй ее, а если Ты отпустишь ее, то храни ее посредством того, чем хранишь Ты своих праведных рабов. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. От Ибн Умара, ради Аллаху анху, приводится, что когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ложился спать, то говорил следующие слова: хвала Аллаху, который обеспечил меня и дал приют, накормил меня и напоил, который щедро даровал мне свою милость. Хвала Аллаху в любом положении. О Аллах, Господь всякой вещи, ее властелин, я призываю к Тебе от огня. Хадис привел Абу Дауд и Ибн Хиббан, и Ан-Навави назвал его достоверным. От Абу Хурейры, ради Аллаху анху, приводится, что Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху, сказал: «О посланник Аллаха, научи меня словам, которые бы я говорил утром и вечером». И он сказал: «Говори: о Аллах, Творец небес и земли, знающий скрытое и явное, Господь всякой вещи и властелин, я свидетельствую, что нет божества, кроме Тебя. Я призываю к Тебе от зла своей души и от зла шайтана и его ширка». Говори эти слова утром, вечером и перед сном. Хадис привел Абу Дауд. От Абу Хурейры, ради Аллаху анху, приводится, что Фатима пришла к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, прося у него служанку, и он сказал ей: «Скажи: о Аллах, Господь небес и Господь земли, Господь великого трона, наш Господь и Господь всякой вещи, расщепляющий зерна и ядра, ниспославший Тору, Евангелие и Аль-Фуркан, развлечение. Я прибегаю к Тебе от зла всякой вещи, ибо все подвластно Тебе. О Аллах, Ты первый, и не было ничего до Тебя. Ты последний, и не будет ничего после Тебя. О Аллах, Ты высочайший, нет ничего над Тобой, и Ты ближайший, и нет ничего ближе Тебя. Избавь нас от долгов наших, избавь нас от бедности». Хадис привел Муслим. От Аль-Бараа бин Азиба, ради Аллаху анху, приводится, что он сказал: когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, отправлялся спать, то подкладывал свою правую руку
вместо подушки и говорил: «О Аллах, защити меня от твоего наказания в день, когда ты соберешь своих рабов». Хадис привели Ахмад и ат-Тирмизи, и подобный хадис приводился от Хафсы. От Анаса, ради Аллаху анху, приводится, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправлялся спать, то говорил: «Хвала Аллаху, который накормил нас и напоил, обеспечил нас и дал приют. И сколько есть тех, у кого нет того, кто обеспечивает их и укрывает». Хадис привел Муслим. От Али бин Аби Талиба, ради Аллаху анху, приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, когда ложился спать: «О Аллах, я прибегаю к Тебе, Твоим благородным ликом, совершенными словами от зла всего, что Тебе подвластно. О Аллах, Ты избавляешь от долгов и от прегрешений. О Аллах, Твое воинство непобедимо, Твое обещание не нарушается, и бесполезным перед Тобой окажется могущество, обладающего могуществом». Хадис привел Абу Дауд. От Аль-Бара бин Азиба приводится, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О такой-то, если захочешь лечь в постель, то соверши малое омовение, как для намаза, затем ложись на правый бок, а потом скажи: О Аллах, я предался Тебе и обратился к Тебе лицом своим, и вручил Тебе дело свое, и к Тебе обратился в поисках убежища по желанию своему и из страха перед Тобой. Нет убежища и нет спасения от Тебя, кроме обращения к Тебе. Уверовал я в Твое Писание, которое Ты не спаслал, и в Твоего пророка, которого Ты послал. И поистине, если после этого ты умрешь этой ночью, то умрешь в присущем тебе от рождения состоянии». Затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И сделай эти слова последним, что ты будешь говорить в конце каждого дня». Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. О мусульмане! Мусульманину может присниться что-то, что испугает его и ужаснет. Если ты увидишь это, то прибегни к защите Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто из вас испугается во сне, пусть скажет: прибегая к совершенным словам Аллаха от гнева Его и наказания Его, и зла рабов Его, и от наущения шайтанов, и от того, чтобы они являлись ко мне. И воистину шайтаны не смогут причинить ему вреда». Хадис привел Абу Дауд и ат-Тирмизи, и Ибн Хаджар назвал его хорошим. Относительно сновидений есть свои адабы и сунны. От Абу Катады, ради Аллаху анху, приводится, что он сказал, что слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Видение ру'я от Аллаха, а дурной сон хульм от шайтана. Если кто-либо из вас увидит во сне что-то, что ему не понравится, пусть поплюет налево трижды, а затем призовет к Аллаху от зла увиденного, и ему не будет вреда». Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. От Джабира, ради Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда кто-либо из вас увидит видение, которое его испугает, пусть трижды сплюнет налево, трижды скажет: аузу билляхи минаш шайтанир раджим, и перевернется с того бока, на котором он спал». Хадис привел Муслим. Да сделает Аллах великий Коран благословенным для меня и для вас, и да принесет нам пользу в нем в знамениях и благородных назиданиях. Сказав эти слова, я прошу у Всевышнего Аллаха прощения для себя и для вас. Хвала Аллаху, покровителю верующих. Исход за богобоязненными и враждовать следует только с беззаконниками. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, царя, явной истины, и свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, правдивый и верный, да благословит Аллах и приветствует его семью и всех сподвижников. О мусульмане! Если мусульманин проснется ночью, то сунна для него является поминание Всевышнего Аллаха и обращение к Нему с мольбой, и на такой дуа будет ответ. От Убада бин Самита, ради Аллаху анху, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто проснется ночью и скажет: нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, ему принадлежит власть, ему хвала, и он над каждой вещью властен. Хвала Аллаху, и пречист Аллах, и нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и Аллах велик, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха». А затем скажет: «О Аллах, прости меня», или будет делать дуа, то ему будет отвечено. Если он сделает омовение и намаз, то его намаз будет принят. Хадис привел Аль-Бухари. От Муаза бин Джабаля, ради Аллаху анху, передается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Какой бы мусульман ни заснул, поминая Аллаха в состоянии омовения, а затем проснулся ночью, попросил Аллаха блага этого мира и мира вечного, ему будет отвечено». Хадис привели Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджа. К сунне относится чтение последних аятов суры Али-Имран. Если человек делает намаз ночью,
Абдулла бин Аббас, да будь доволен им Аллах, рассказал, что однажды, когда ночевал у своей тети, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, поспал, когда наступила середина ночи, или чуть раньше, или чуть позже, он проснулся, сел, а затем стер сон со своего лица рукой, потом прочитал последние 10 аятов из суры Али Имран. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. К сунне относится использование сивака после сна. От Хузайфи приводится хадис, что когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, вставал ночью, то чистил рот сиваком. Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. От Аиши, ради Аллаху анха, приводится, что пророку, саллиллаху алейхи вассалям, приносили воду для омовения и сивак. Когда он вставал ночью, то использовал сивак. Хадис привел Абу Дауд. От Ибн Умара, ради Аллаху анхума, приводится, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не спал без сивака. Когда он просыпался, то начинал с сивака. Хадис привел Ахмад. К сунне относится зикр, поминание Аллаха после пробуждения. От Хузайфа, ради Аллаху анху, приводится, что когда посланник, саллиллаху алейхи вассалям, ложился спать, то клал руку под щеку и говорил: «С именем Твоим, о Аллах, я умираю и оживаю». Когда же он просыпался, то говорил: «Хвала Аллаху, который оживил нас после того, как умертвил, и к Нему мы воскреснем». Хадис привел Аль-Бухари. К сунне также относится мытье рук трижды, прежде чем делать ими что-то. От Абу Хурайры, ради Аллаху анху, передается хадис, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда кто-либо из вас пробудится ото сна, пусть помоет свои руки до того, как делает омовение. Воистину, он не знает, где ночевали его руки». Хадис привел Аль-Бухари. Рабы Аллаха. Тот, кто желает быть активным, радостным, в хорошем расположении духа после пробуждения ото сна, пусть поспешит к поминанию Аллаха, затем к омовению и намазу. От Абу Хурайры, ради Аллаху анху, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда любой из вас засыпает, шайтан завязывает у него на затылке 3 узла, ударяя по каждому из них и говоря: ночь твоя будет долгой, спи же. Если человек проснется и помянет Аллаха, то один узел развяжется. Если он совершит омовение, развяжется 2-й узел. А если совершит молитву, развяжется и 3-й. И человек проснется утром бодрым и довольным. В противном же случае он станет ото сна в дурном расположении духа и будет вялым». Хадис привели Аль-Бухари и Муслим. О мусульмане! Это 40 достоверных хадисов, пришедших от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Есть и другие достоверные хадисы, помимо этих. Я прошу Всевышнего Аллаха принести ими пользу для того, кто их сказал, и для тех, кто их услышал, и помочь